Национальная библиотека Чувашии – одно из старейших учреждений культуры республики. В 2011 году ей исполнится 140 лет. Статус национальной главная библиотека Чувашии носит с 1994 года. Основными приоритетами в работе ее сотрудников являются сохранение языка и культуры народа, памятников чувашской письменности и обеспечение доступа к информации о крае. Фонд библиотеки составляет около 2 миллионов книг, 40 тысяч из них – литература на чувашском языке. Это самая большая коллекция национальных изданий в республике. Сохранение чувашской книги, сбор информации о ней, воссоздание целостной картины национальной культуры – основные задачи Центра «Чувашская книга», образованного в 1972 году. Для нас редкими и ценными изданиями являются издания, которые выходили в конце XIX века. Именно в конце XIX века была создана чувашская письменность, и эти издания для нас являются редкими и ценными. Кроме этого, мы работаем с авторами, общественно-культурными центрами регионов, чувашской диаспорой с целью получения информации. Большая роль в сохранении национальной литературы принадлежит и отделу редких и ценных изданий, где собрано около 10 тысяч книг и журналов по всем отраслям знаний. Один из уникальных документов отдела – Библия на чувашском языке. В сентябре 2009 года, после завершения реконструкции здания библиотеки, при отделе открылся зал народного поэта Чувашии Геннадия Айги. Здесь хранится уникальная коллекция Айгиниана. Это книги поэта, изданные в 50 странах на 40 языках народов мира. Также в коллекцию вошли видеофильмы, диски, фотографии, рисунки и другие материалы. Реконструкция библиотеки позволила не только создать дополнительные отделы. Это событие коренным образом изменило облик библиотеки. Появились оснащенные современным оборудованием книгохранилища и залы для обслуживания читателей. Немало внимания в проекте реконструкции уделялось и пространству для проведения мероприятий. Был какой-то страх, а вот правильно ли принимаем решение, потому что нужно разместить фонды все-таки для читальных залов, посадочных мест для читателей, может быть, нужно было бы увеличить. У нас площади посадочные, они не намного увеличились. Читальные залы, в принципе, увеличились, конечно. Но когда мы открыли после реконструкции библиотеку, совершенно стало понятным, что, в общем-то, решение было принято правильно. Почему? Потому что, и тогда я понимала, что библиотека все-таки должна быть площадкой для общения. Вот на сегодня нет другой территории, где может прийти, куда может прийти каждый и чувствовать себя, в общем-то, свободно, открыто, да, и зная, что вот он желанный здесь, в библиотеке. Другой такой площадки нет. Чувствовать себя свободно и комфортно помогают и другие нововведения. Для удобства пользователей и сотрудников установлен автоматизированный пропускной режим. Процесс записи новых читателей занимает несколько минут. Посетитель заключает договорное библиотечное обслуживание, фотографируется, и его данные вносятся в компьютер. После этого ему выдается индивидуальный пластиковый читательский билет. Усовершенствован и процесс книговыдачи. Установлена программно-управляемая система доставки литературы в читальные залы «Телелифт». Она позволяет доставлять книги и другие документы из фондов за несколько минут. Поступившую из читального зала электронную заявку распечатывают, сотрудник фонда находит нужную книгу и помещает ее в тележку-контейнер. С помощью системы управления библиотекарь выбирает конечную станцию движения контейнера, и заказ отправляется к читателю по монорельсовой дороге. Раньше было как, что-то там записываешь, что-то какие-то бумажки постоянно, а тут более компьютер современный, раз через карточку пластиковую, информация прошла, раз они нашли нужную книгу, быстрее стало обслуживание, и удобнее места стали в читальном зале, вообще хорошо стало. В новом здании библиотеки созданы условия для читателей с ограниченными возможностями. В 2008 году для незрячих и слабовидящих пользователей открылась комната со специальным оборудованием. Пользователю предоставляется персональный компьютер, оснащенный средствами синтеза речи и брайлевскими приставками. Здесь можно распечатать текст рельефно-точечным шрифтом. В публичном центре правовой информации читатель может найти все нормативно-правовые документы и законодательные акты как общегосударственного, так и регионального уровня, познакомиться с комментариями к ним. Есть доступ и к документам советского периода. В центре регулярно проходят бесплатные юридические консультации, правовые часы, семинары по актуальным правовым вопросам.
В сервис-центре, новом структурном подразделении библиотеки, издаются методические пособия, открытки, листовки и другие печатные материалы. Читатель здесь может распечатать, отсканировать, отредактировать текст. Недавно в отделе появился книжный сканер и началась оцифровка редких изданий. Национальная библиотека Чувашии активно участвует во всех отраслевых инновационных проектах, сотрудничая с библиотеками других регионов. Так, в декабре 2010 года ее посетила делегация Центральной библиотеки Москвы Некрасовки. Специалисты Главной библиотеки Чувашии организовали для московских коллег экскурсию по ее отделам, а также поездку в одну из районных библиотек. Провели круглый стол, где обе стороны рассказали о своих новых разработках и проектах, наметили планы дальнейшего сотрудничества. Национальная библиотека Чувашии является членом Российской библиотечной ассоциации. В 2001 году вошла в корпорацию межрегиональная аналитическая роспись статей. Мы, как библиотека национальная, мы вошли в состав Орбикона, мы вошли в проекты Либнета. И, соответственно, мы дальше уже на своей базе организуем такие корпоративные сети уже среди библиотек нашей республики, объединяем их в плане корпоративной каталогизации и обслуживания читателей тоже. Внедряем различные проекты по электронной доставке документов, то есть и по созданию сводного каталога библиотек нашей республики. На базе отдела научно-исследовательской методической работы библиотеки образован межрегиональный тренинг-центр. Здесь проводится обучение сотрудников республики и других субъектов Российской Федерации новым библиотечным технологиям. Своим появлением Центр обязан процессу модернизации библиотек региона. В 2003 году президент Чувашии Николай Федоров издал указ о создании модельных сельских библиотек в Чувашской республике. По его мнению, настоящее и будущее за теми библиотеками, которые объединяют традиционную культуру общения с книгой и новые информационные технологии. Поэтому каждая модельная библиотека была оснащена компьютерной и офисной техникой, получила доступ в интернет. Сегодня в республике таких библиотек 500. Национальная библиотека выступает как координационный и методический центр их работы. Для того, чтобы провести модернизацию, необходимо было обучить всех библиотекарей. Поэтому обучение началось с директоров районных библиотек и закончилось библиотекарями сельских библиотек. На сегодняшний день мы продолжаем это обучение. В основном это процессы автоматизации библиотечного дела, комплектование библиотек, создание виртуального пространства для библиотек. Центральная районная библиотека Мариинского посада – одна из модельных библиотек республики. Как и национальная, в 2011 году она отмечает круглую дату – 130-летие. Здание библиотеки расположено рядом с Краеведческим музеем и Домом культуры, постоянными партнерами в проведении совместных мероприятий. Статус модельной библиотеки присвоен в 2005 году. Это нужно было полностью, на самом деле, показать, что модельная библиотека – это модель прежде всего. Это, я говорю, это был ремонт зданий, и обновление фонда, и компьютеризация полностью. Машинный парк нужно было полностью менять. Ведь до этого, библиотекарь сидел, выдавал книжки только. Фонд библиотеки составляет 28 тысяч экземпляров, куда входит отечественная и зарубежная литература, книги по разным отраслям знаний. Помимо традиционных услуг, читатели могут получить электронную информацию образовательного, правового, коммерческого, общественного характера, а также воспользоваться веб-ресурсами сети интернет, фондом на компакт-дисках и электронными базами данных. Мы стали более доступны, мы можем больше давать информации нашему пользователю. Доступ в интернет – это тоже. Конечно, все равно книга должна быть на первом месте, как мы всегда считаем. Но сейчас, в наше время, эти инновационные все услуги, доступ в интернет – это все, конечно, только улучшает качество нашей работы. Мариинско-Посадская центральная библиотечная система уделяет много внимания повышению профессионального и творческого потенциала коллектива. В организационно-методическом отделе проходят занятия по повышению квалификации работников всех библиотек района, в том числе с помощью интернет-конференций. Как и национальная, Центральная библиотека Мариинского посада отводит важное место проведению культурно-массовых мероприятий. Как бы стремительно ни развивались новые технологии, живое общение остается для работников библиотек главным способом привлечения новых читателей.
Берем все направления, начиная от этой национальной политики, говорю, и духовную, вот берем и экологию, ну все, во всех направлениях стараемся работать. Ну, базы данных новые создаем. Ну, чтобы читатель ходил в библиотеку, это самое главное для нас. Немалое значение в привлечении в библиотеку читателя, а особенно молодого читателя, имеет и кадровая политика. Коллективы библиотек республики активно пополняются молодыми сотрудниками со свежими взглядами и идеями. Создаются объединения «Молодые библиотекари». Так, большая заслуга в проведении культурно-массовой работы в Национальной библиотеке принадлежит ее молодежному совету. Это, к примеру, организация библиоплощадок на молодежных образовательных форумах, поэтические ночи в библиотеке, фестивали, литературные чтения и кинопоказы. Не случайно в 2011 году именно библиотека Чувашии будет принимать у себя форум «Молодые библиотекари России». Пошла к нам молодежь. У нас была неделя немецкого кино. И вот когда подходила к окну в 6 часов вечера, видела, что идет молодежь, которая до этого не ходила в библиотеки. И просили почитать что-нибудь, поднимались в отдел иностранной литературы после просмотра фильмов. Когда новый читатель приходит в библиотеку, это значит, что она на правильном пути. Перед Национальной библиотекой Чувашии стоит еще много задач. Процесс реконструкции продолжается. Идет строительство корпуса, где планируется разместить филиал президентской библиотеки. Кроме того, новое пространство будет отведено под электронный читальный зал, зал видеоконференции и другие отделы. Время заставляет двигаться дальше, а это значит, что у библиотеки появятся новые перспективы развития, а у ее читателей – новые возможности для общения и получения информации.